Продолжаем эфир. Делегация Абхазии во главе с президентом приняла участие в Кавказском инвестиционном форуме. Республика представила стенд с продукцией абхазских производителей и инвестпроект по восстановлению Сухумского аэропорта. А в заключительный день Кавказского форума экспозиционный стенд республики посетил премьер-министр России Михаил Мишустин. О значении форума и инвестиционном сотрудничестве с российскими регионами будем говорить в студии с Инаром Гицба, депутатом парламента и бывшим руководителем Государственного инвестиционного агентства. Инар Альбертович, приветствую, спасибо, что с нами здесь, в студии. Добрый вечер, Нала, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мне тоже приятно сегодня быть с вами. Форум проходит в Минеральных водах. Сегодня заключительный день, а мы здесь в студии обсуждаем вообще инвестиционные возможности республики, как заинтересовать регионы России, что мы можем предложить, что они готовы сделать. Вот об этом, наверное, начнем с того вообще, какое значение форум для республики имеет. Как вы на это смотрите? Любой форум, я считаю, тем более такого высокого уровня, имеет большое значение для Республики Абхазия. Это окно возможностей прежде всего, да. Форум имеет еще также значительную важность по ряду иных причин. Прежде всего, это установление и укрепление связи между странами, в том числе и установление и укрепление связи между различными компаниями, которые могут обменяться, во-первых, новейшими технологиями, опытом и так далее. Да? Это глобальные форумы, допустим, в которых Абхазия также принимает участие. Вот сейчас идет активная подготовка к участию абхазской делегации на Петербургском международном экономическом форуме. Это очень презентабельная, скажем так, площадка высочайшего уровня, в которой принимают участие традиционно там главы многих государств. Кроме этого, Абхазия традиционно делится своим опытом и привлекает все больше и больше заинтересованных в укреплении связи и реализации различных экономических, инвестиционных проектов в сфере туризма на такой авторитетной площадке, как Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства. С недавнего времени мы, кстати, тоже активно участвуем в международном форуме Казань Digital Week. Это все, что связано с современными информационными технологиями. Это и кибербезопасность, это развитие искусственного интеллекта. Абхазия в этом направлении, конечно, крайне заинтересована, и тот опыт, которым делятся на таких площадках, для нас крайне необходим. Но это только некоторые из них. Да? Есть у нас еще возможность участвовать в профессиональных различных. Это и юридические, такие узкоспециализированные. Да. Но это площадка, где мы можем показать себя и рассказать миру, да? Однозначно. И в то же время можем тоже перенять какой-то опыт. Вот, например, если конкретно остановиться на форуме в Минводах, который проходит Кавказский, более 30 миллиардов рублей частных инвестиций привлекла Абхазия за 5 лет в экономику. Об этом Бадра Гунба на этом форуме рассказывал. Вот эти суммы, они могут быть больше, да? Вот что для Абхазии может сделать? Чем заинтересовать регионы? Какие отрасли экономики были бы интересны? С учетом вообще реалий последних, Абхазия занимается внедрением единого кадастра недвижимости. Мы постепенно движемся в сторону создания прозрачных систем для инвесторов. Как вы на это смотрите? Какие отрасли могут вызвать больше интерес? Прежде всего, конечно, это традиционные для Абхазии отрасли, это туризм, сельское хозяйство, которые являются таким локомотивом, наверное, развития экономики Абхазии. Но, опять-таки, не стоит забывать о современных веяниях, да, и современных видов инвестиций и получения прибыли от такого рода инвестиций для государства. Это в том числе, мы говорили, да, там о различных информационных технологиях и технологиях, связанных с развитием искусственного интеллекта, технологических всяких предложений, которые сегодня на рынке актуальны. Что касается конкретно форума, в котором сейчас принимает участие президент Республики Абхазия Бадыр Зурабович, действительно там озвучил сумму привлеченных инвестиций в размере 30 миллиардов в течение 5 лет, но это не лимит.
Абхазия обладает действительно колоссальным потенциалом, и вот динамичное развитие Абхазии и предоставление максимально комфортных и благоприятных условий для того, чтобы сюда заходили инвестиции, и они работали взаимовыгодно, как для пополнения бюджета Республики Абхазия, а это, соответственно, как бы улучшение качества жизни наших граждан, да, это и повышение качества социальных продуктов и социального обеспечения населения, там, начиная от пенсий, заработных плат, медицинского обслуживания и так далее. Потенциал, прежде всего, конечно, можно развивать путем внедрения гибких условий работы на территории Республики Абхазия. Я считаю, вот вы упомянули, что у меня был некий скромный опыт работы в Госинвестагентстве. Тогда мы оказывали информационное сопровождение и содействие заинтересованным компаниям или индивидуальным предпринимателям входить на наш рынок, и в большей степени акцентировали внимание на то, что у нас совершенно на тот момент и сегодня, в принципе, комфортный закон об инвестиционной деятельности, который предполагает и предоставляет достаточно для Абхазии, по абхазским меркам, льготные условия ведения бизнеса. Конечно, это не как бы конечная цель, есть к чему еще стремиться, есть с чего нам перенимать опыт, и вот как раз-таки такие площадки, форумы международные, они дают возможность глубже разобраться вот в тематике и перенять опыт, успешный опыт. Если перечислять, что нам еще необходимо сделать, наверное, вот, конечно же, это повысить безопасность этих инвестиций, безопасность обмена и данными, и информацией, и, конечно же, денежной ликвидностью. Это развитие банковского сектора. Ну и кадастр, который я упомянула, это тоже один из таких важных инструментов, который Однозначно. позволяет сделать процесс прозрачным. Это как бы звено, одно из важных звеньев, так скажем, длинной цепочки необходимых мер для того, чтобы комфортно было предпринимателю осуществлять здесь инвестиционную экономическую деятельность. Вот. Кроме всего прочего, мы приняли закон об упрощенном налогообложении. Это тоже как бы дает некоторые возможности более комфортно взаимодействовать с проверяющими органами и с налоговой инспекцией, так скажем. У нас вот успешно реализовывается проект, который Бадра Зурабович представил Михаилу Мишустину, да, на форуме. Это проект строительства и запуска аэропорта международного имени Владислава Григорьевича Ардземба. Но его мы в парламенте рассматривали как отдельный инвестиционный проект, и именно под него предоставляли там различные льготы. Но это масштабнейший проект, это, наверное, самый масштабный проект за послевоенный период, который был реализован и реализовывается на территории Абхазии. Поэтому, в принципе, депутаты парламента готовы работать для того, чтобы в случае необходимости вот так вот индивидуально рассматривать какие-то крупные проекты, но и тем не менее ежедневно как бы, да, там работать для того, чтобы в общем модернизировать условия введения бизнеса в Абхазии. Ну и наполнять, может быть, новым содержанием имеющиеся уже законы. Само собой, да. Традиционно вы, как правильно заметили, это туризм, сельское хозяйство, мы об этом много говорим, но некоторые российские эксперты обращают наше внимание на строительную отрасль, как тоже такую перспективную отрасль, куда можно было бы вкладываться. Это такой неосвоенный сегмент экономики. Например, в Абхазии до сих пор нет собственного производства чернового кирпича, как производители называют, но многие стройматериалы импортируются из Турции или России. Вот это производство можно было бы наладить в стране. Вот эта ниша пока не так занята, как может быть туризм или в сельском хозяйстве. Там уже есть какие-то шаги, которые предпринимаются и местными
Но эти сектора, они же взаимосвязаны, взаимодополняют друг друга. Да? Если говорить о развитии туризма, то без строительства новых объектов размещения как бы сложно развивать отрасль в целом. Да? Ну, конечно, строительство и развитие предоставляемых этими объектами услуг. Вот, а при стройке необходим Да, стройматериал. производство здесь, рабочие места, деньги аккумулируются в стране, в бюджете республики. Но мы наблюдаем в любом случае рост таких небольших, может быть, пока предприятий, которые предоставляют и заменяют ряд позиций и товаров, которые раньше мы завозили там из Турции или из Российской Федерации. Здесь это может быть, в пример, поставлено там производство блоков, брусчатки различных, да, сухие смеси. У нас есть производство по изготовлению сухих смесей разных, которые используются при строительстве. В общем, важную вещь, которую я хотел бы тоже отметить, да, говоря о создании благоприятных условий для привлечения инвестиций, несомненно, это очень важно, но тут должен быть соблюден определенный баланс для того, чтобы интересы и бизнес местных, национальных предпринимателей не был ущемлен и поставлен в более невыгодное положение по отношению к тем, кого мы хотим привлечь в Абхазию. И тут это очень тонкая грань, которую нужно прежде всего, конечно, предлагая те или иные новые инициативы, будь то законодательные, будь то какие-то иные предложения, да, там, которые формируются в кабинетах исполнительной власти, нужно хорошо анализировать и высчитывать эффект. Потому что зачастую бывает так, что плохо просчитанный проект в конечном итоге может привести к совершенно неожиданным отрицательным результатам. Если говорить о развитии, вот отвечая на ваш вопрос о развитии строительства именно этого сектора экономики, если его так охарактеризовать, но тут тоже нужно быть несколько осторожным, потому что, насколько я понимаю, мнение экспертов в этой сфере несколько расходятся. Да, на каком-то этапе, конечно, строительство является таким, может быть, драйвером развития экономики, но в долгосрочной перспективе нужно понимать, какое строительство мы имеем в виду. Это, Строительство и обеспечение этой отрасли материалами. Вот об этом идет речь, и мы сейчас можем, да, углубиться. Здесь большой разговор, да, какие инвестиции нам нужны, чтобы устроило инвесторов. Но больших денег в стране нет, которые могли бы дать такой серьезный толчок, импульс, поэтому инвестиции все-таки внешние. Абхазия в этом заинтересована. Любая страна в этом заинтересована. Каждая страна, даже развитая страна, она борется за привлечение инвестиций. И задача законодателей как раз создать такие прозрачные механизмы. Я благодарю вас, что были с нами здесь в студии. Спасибо за приглашение. Будем следить, да, за событиями. Напомню нашим слушателям, у нас в студии был Инар Гицба, депутат парламента, бывший руководитель Государственного инвестиционного агентства. Мы говорили о Кавказском инвестиционном форуме, об участии Абхазии в этом форуме.